достаточно нам Аллаха, и Он прекрасно знает. Проси прощения у Аллаха. И не откладывай это лишь, ведь время подобно мечу. Просите у вашего Господа, у каждого человека своих забот. У нас были знания, но мы не действовали по ним. Абу Ханифа слабый в хадисах, в то время как он из числа табиинов. Он видел сахабов, передал знания от них, да будет доволен ими Аллах. Среди сахабов, от которых передавал Абу Ханифа, Аиша аль-Аджрадия, Абдуллах ибн Аби Ауфа, Анас ибн Малик и другие сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Абу Ханифа встречался с ними и передавал от них хадисы. В Муснаде имама Абу Ханифы имеются хадисы, на передачу которых наши шейхи дали нам разрешение, то есть между ним и посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, всего лишь одно звено – сахабы. И этот имам слав передачи хадисов, а Альбани силен в хадисах? Разве это мыслимо? Во время Абу Ханифы не было вопроса классификации хадисов, поскольку в исламской общине не было фактов возведения лжи и клеветы в адрес посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это была золотая эпоха, о которой сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что это одна из лучших эпох. Абу Ханифа – современник Хасана аль-Басри, Ата бин Аби Рабаха и других из числа старшего поколения табиинов. Да, он был моложе них, но застал их время. Он передавал в то же время, что и они. В каком году умер имам Хасан аль-Басри? Приблизительно в 120 году хиджры. А имам Абу Ханифа умер в 150 году хиджры. Они были современниками, да будет доволен ими Аллах. Этот имам слабый в хадисах. А такие, как Мустафа аль-Адави, сильны в науке о хадисах. Разве подобное мыслимо? Где ваш разум? Один из табиинов, имамов-муджтахидов, передатчиков хадисов, живших в Куфе, в котором поселились 4000 сахабов. Слабый в хадисах? А ты силен в хадисах? Ты соображаешь, что несешь? Это не более чем пустая болтовня. Обратите на это внимание. Да будет доволен Аллах всеми нашими имамами, а также остальными имамами. Маликом, Аш-Шафии, Ахмадом и другими имамами, правоведами, мухаддисами, муфассирами и учеными.